Вступил в силу указ главы Якутии по недопущению распространения коронавируса в Якутии. COVID-19 выявили сразу в нескольких районах республики, поэтому введены дополнительные ограничения. А в некоторых населенных пунктах, напротив, разрешили то, что было раньше запрещено. Обо всем по порядку прямо сейчас. Первое и, пожалуй, самое заметное нововведение. С 15 по 30 апреля приостановлено движение транспортных средств, которые перевозят пассажиров между муниципальными образованиями. Проще говоря, временно запрещено курсировать такси и автобусам категории М1 и М2 между населенными пунктами по всем дорогам. Также все населенные пункты Якутии условно разбили на 3 группы. И к первой из них крупные муниципальные образования, такие как Якутск, Жатай, Алданский, Ленский, Мирнинский и Нерюнгринский районы, добавили также Нижний Бестях и Тикси. В этих населенных пунктах режим самоизоляции уже был введен. В целом он сохраняется, но допустимы некоторые послабления. Итак, в перечисленных выше муниципальных образованиях с 15 по 30 апреля не работают рестораны, кафе, столовые и другие предприятия общепита, торгово-развлекательные центры, рынки и ярмарки, дома культуры, караоке, дискотеки и другие ночные заведения с похожим форматом. Остаются закрытыми кинотеатры, детские развлекательные центры, банкетные залы, спортивные клубы, катки, тренажерные залы. Остаются закрытыми бани, сауны, солярии и бассейны. Это касается и компьютерных клубов. Закрыты также парикмахерские, салоны красоты, косметические и спа-центры, негосударственные детсады, библиотеки, букмекерские конторы, тотализаторы и фирмы по организации лотерей. Что касается Алдана, то здесь карантин, а значит особый режим, и закрыто практически все. А теперь о тех, кто работает, и здесь есть некоторые послабления режима самоизоляции. Продолжают работу магазины, продающие товары первой необходимости. Также разрешили работу отдельно стоящим специализированным стационарным объектам торговли. Работают продуктовые магазины, аптеки и салоны сотовой связи внутри торгово-развлекательных центров. Продолжают функционировать услуги по доставке еды. Открылись бани, но только включенные в перечень предприятий гражданской обороны. Открылись парикмахерские, салоны красоты, косметические и спа-центры, имеющие медицинскую лицензию. Начали выпускать и периодические издания. Ко второй группе населенных пунктов отнесены труднодоступные поселения, не имеющие круглогодичного транспортного сообщения. В общий список включены около 200 муниципальных образований. Весь список вы видите сейчас на своих экранах. В основном это арктические и труднодоступные сельские районы. Как мы говорили ранее, автобусы и такси сюда ходить не будут. А после закрытия зимников и ледовых переправ здесь транспортная доступность сведена практически к нулю. Соответственно, раз природа эти места уже изолировала, постепенно восстанавливается и привычная жизнь. В общем, в труднодоступных населенных пунктах работает все, за исключением домов культуры, культурно-досуговых организаций, кинозалов, спортивных центров, иных развлекательных заведений и, конечно, закрыты банкетные залы. К третьей и последней группе относятся все неназванные выше муниципальные образования. В основном это сельские районы, Заречье, Центральная и Вилюйская группы улусов. Итак, с 15 по 30 апреля в этих районах не работают торговые центры, ярмарки, рынки, рестораны, кафе и иные представители общепита, дома культуры, дискотеки, караоке, а также спортзалы, катки и иные подобные спортивно-досуговые организации. Однако есть и послабления. Разрешено работать продуктовым магазинам, аптекам и салонам сотовой связи внутри ТРЦ. Продолжают доставлять готовую еду, работают буфеты, столовые и кафе в тех организациях, деятельность которых не была приостановлена. Разрешено вернуться к привычной деятельности и предприятиям индустрии красоты, но только при наличии медицинской лицензии. Примерно в таком режиме Якутия будет жить ближайшие 2 недели. Предпринимателям рекомендуем пункты указа не нарушать, потому как возможны строгие меры наказания, вплоть до уголовной ответственности. Лучше оставайтесь дома и будьте здоровы.